За последние 100 лет в деревне Дьюр из 27 двухэтажных деревянных домов сохранилось только 10. Остальные 17 уже разобраны. С каждым исчезнувшим зданием уходит память о деревянном зодчестве коми народа. Благодаря материалам, собранным краеведами Ижемского района и деревни Дьюр, я могу рассказать подробно о каждом доме в этом ролике. В проекте Руслана Магомедова «Территория Коми» мы раскрываем тайны Коми края и истории жителей Республики Коми. Присоединяйтесь к нам, в наш проект. Отправимся вместе с вами в увлекательное путешествие через века. Погнали! Чё МД на Йортес, вы только посмотрите, в каком красивом месте сегодня прошла моя ночь. Заходите в мой дом, мои двери открыты. Это помещение с площадью 2 квадратных метра, как написано в одном из известных стихов. Человеку надо мало, действительно, так и есть. Я здесь помещаюсь в полный рост, и после дороги, когда я возвращаюсь уставшим, здесь спать это полное удовольствие. Туалет тут рядом, дверь открыл и все близко. Впереди можно включить печку, если будет холодно. Тут же у меня вещи, которые нужны в поездках для съемок. Да, погремушка это моего сына, он сегодня со мной не поехал. А теперь про настоящие дома. Деревянные, двухэтажные, в Дьюре. Так вот и заехали в Дьюр. Все дороги ведут в Дьюр, как говорят тут местные. Потому что если ехать из Устильмы, это старинное село, старообрядцев, наверное, слышали, тоже едешь через Дьюр. Когда я езжу в свое село, я родился в Брыкаланске на реке Печора, тоже проезжаю через Дьюр. Дьюр мог быть столицей Печорского края, но из-за Великой Отечественной войны планам не удалось сбыться. А те дома, которые мы будем снимать, двухэтажные, они в основном все достались государству от местных жителей, от богатых местных жителей, это стоит уточнить, потому что их в свое время раскулачили. И в этих домах потом находились государственные учреждения, где-то интернат был, где-то еще что-то. Но кто знает, может быть, из-за того, что эти дома долгое время принадлежали государству, они сохранились до наших времен. Тут мы уже заезжаем направо. Оу. Как вы там, ребята? Вы сильно упали, я так волнуюсь за вас. Будете ехать на переднем сиденье и слушать мой рассказ дальше. Мы сейчас едем к дому, который называется Филат Керка. С недавнего времени там сделали арт-резиденцию, восстановили фундамент, покрасили стены. Там сейчас совет ветеранов собирается, устраивает свое собрание, и приезжают еще художники каждое лето, делают выставку своих картин. И у каждого дома в Дьюре есть название. Не исключение и двухэтажные дома. Они названы по прозвищу, либо по имени хозяина. Например, Кональпи Керка, Гам Ан Керка, Миколай Керка, ну и так далее. Слово Керка – это дом на коми языке. Дом Поликарпа Феофилатовича в народе называют Филат Карп Керка. Двухэтажный дом построен в 1901 году. Он был репрессирован в 1932 году. Дом и имущество конфисковали. Хозяину на тот момент было 66 лет. Когда-то он держал оленей около 1000 голов, имел лавку, рыбные промыслы. Позже он скитался по родственникам, жил в Дьюре и скончался в 1939 году. В его доме располагалась база отдыха Печорского пароходства. С 1954 года тут открылся детский противотуберкулезный санаторий. А с 2016 года дом Филат Карп Керка – объект культурного наследия Республики Коми. Памятник культуры начала 20 века. В 80-х годах я фотографировал уже, но
Всегда интересовался историей деревни, да, но тогда начал фотографировать. На крышу дома двухэтажного заберусь и всю деревню снимал, круговую, все снимал. Но я тогда ничего не собирался книгу писать. А вот эту книгу-то я в 22 году закончил, а писал года 3, наверное, если не больше. А эти фотографии все понадобились. Просто они были у меня сохранены, поэтому мне легче было написать и фотографиями заодно сопроводить записи. Без фотографий одни записи никто читать не будет. А сам жил в двухэтажном доме, вырос здесь, 50 лет прожил, и дом новый построил, да, перешел, и всегда двухэтажным домом интересовался, любым, в любом населенном пункте поеду обязательно, какая есть возможность, посмотрю, взвез по коми. А вот на этой фотографии он есть, смотри, вот этот, вот здесь все есть, и вот здесь от туалета еще осталось, а сейчас вот этой части дома нету. Это 64-й, сколько лет прошло? 40 до 20. 60 лет. 60 лет фотографии, разница с фотографиями. А вот здесь обрыв, но он зарос сейчас, а здесь каменная стена, выложенная из камней, и просто дерном, да, чтобы не обваливалось, наверное. Галко-Керка построен Филипповым Гаврилом Ефимовичем в 1895 году. Дом в 40 метрах от реки, фасадом на восток, вдоль берега в самом центре деревни. Построен на каменном фундаменте, отесанные каменные бруски. Перед домом проходила дорога спуск к реке для проезда на лошадях летом и зимой. Называлась эта дорога Иллячой, а позади дома другой спуск к реке Яран-Якчой. Один местный мужчина топором специальным обтесывал камни. Люди собрались вокруг, да, камень такой летит, он за один день вытесал. Ну, мне вот это, стоимостью корову обошлось вытесать. Вон отверстие. И воду туда заливали, чтобы не заносить, заливали туда воду. А 2 амбара было. И я не знаю, в котором здесь подвал, яма большая. И канализация с погреба идет с этого, с подвала и заливает яму. Потом зимой... Материал какой? Канализация. Дерево. Дерева, доски такие. А потом зимой открывают, и вода там замерзает, лед становится. Потом амбар закрывают, и все лето этот лед как холодильник. При строительстве сруба произошла такая история. Хозяйке дома, Кионье, не понравилось крученое бревно, гарчанпу на каком языке, на которое уже было уложено несколько рядов сруба. Она приказала поменять это бревно, разобрать сруб. Рабочего, который выразил свое недовольство, хозяйка уволила из бригады строителей. С тех пор в деревне при случае, если кто-то требует переделать уже сделанное, говорят «ну ты и Кионья». Тем самым Кионья сохранила память о себе на многие века. В двухэтажных старинных домах было несколько печек. На первом этаже, как правило, находилась русская печь, огромная, где пекли хлеб, пирожки. Но она была малоэффективной, жару практически не держала. Утром встаешь зимой, печка остывшая, в чайнике лед. Ну, так утрированно говорю. На втором этаже чуть жарче печка была, она вот такая круглая, круглую делали. Если русской печи повороты, ну вот труба, да, и внутри трубы повороты выполнены под прямым углом, то есть вот такие повороты, то есть сажа накапливается и приходится часто чистить. То здесь повороты выполнены спиралеобразно, то есть вот так, круговую. И практически печка не чистилась от сажи. И еще внутри, когда разобрали одну из таких печей, нашли стекло. То есть стекло не давало оседать саже. Это лет 50 назад разобрали такую печь там. Да тогда не смогли. 60 лет назад не смогли собрать. А сейчас
кто его соберет? Сейчас у нас один печник, у меня друг, который книгу помогал писать, ему 87 лет. В 1922 году Гавриил Ефимович решил перебраться в низовья Печоры и продал этот дом. Жизнь в низовьях Печоры не удалась. В Дьюре говорили: уезжал Гавриил Ефимович, будучи самым богатым человеком, а вернулся самым бедным. В настоящее время в доме уже несколько лет не живут. Из-за этого комнаты внутри стареют, портятся. На ум снова приходит фраза Арсения Тарковского: «Живите в доме, и не рухнет дом». Друзья, предлагаю вам по желанию поддержать проект «Территория Коми» финансово. Оставлю тут реквизиты. Это нам поможет развивать проект дальше, находить уникальный материал и снимать ролики о родном крае, о республике Коми. Продолжаем дальше. Вы только посмотрите, как поменялся за 92 года Платон Керка. Дом Ануфриева Платона Дмитриевича. Просто до неузнаваемости. Этот дом до сих пор стоит в деревне. Он сейчас обшит в желтый цвет. Окна переделаны. Если раньше с фасада здания на втором этаже было 6 окон, то сейчас только 2 окна. В книге отмечено, что после войны из-за потери кормильца пожилой семье Платона Дмитриевича и Матроны Васильевны содержать большой дом стало трудно. Пришлось двухэтажный дом обменять на одноэтажный. И тут даже договор обмена 1947 года. Нам в Дьюре удалось пожить в доме 1920 года постройки. Лука Захар Керка. Дом, кстати, тоже обшит по-новому. Окна переделаны. Второе название дома — Захар Гриш Керка. 2 этажа, там теплоотдача больше, уличных стен больше. Что тебе, что не понравилось, что воюешь, а? В доме теперь живет одна Валентина Павловна. Внутри комнаты очень в хорошем состоянии, с новым ремонтом. На втором этаже печки нет, только труба и очень интересная система отопления. Там в баке вода, которая нагревается и дает тепло. Спасибо, Валентина Павловна, за гостеприимство. Мы к вам еще раз обязательно приедем. Ждите. В 2011 году Керкасы училима дедну Гаврил Саватьевич. Керкаслынин шок кыш куимву. Русская патеражисность как ты сейчас даска кедвон, а не Керкас не ожущие, мам не нябу. Кыжво бать не нябу коммунво шунчук. Заезжаль. Данная звезда сохранить чема. Иван Гаврилович даска кемусарен призовитый матч война была. И 41 год он ранит чесар нас, щекта, и демобилизуетесь. Ну, да. 19-й год, гражданская война следует, ясно? Гражданская война в России 17 мая 1918 года по 25 октября 1922. Это ряд вооруженных конфликтов между различными политическими, этническими и социальными группами. Тот случай, когда брат идет на брата, сын на отца, из-за разных политических взглядов. Коми-писатель Яков Митрофанович Рочев в своей книге «Ижма волнуется» описал события гражданской войны в Вижемском районе. Дьюрин волыны белые ясыс, а красные ясыс Ижма наступает в 19 году, да. Январь волын воюет и снаряды с пыром абу разорвить чем еще. Отмечу, что снаряда уже нет, есть только след. Дом в кадре Галваш Керка. И вот воспоминания Филиппова Е.Е., 50-го года рождения. Он рассказывает, что ему часто говорил отец, что один из снарядов пришел под фундамент дома, угодил в погреб, где погибли 2 брата его отца. Ануфриев В.Е., 37-го года рождения, рассказал, что снаряд через окно 2-го этажа попадал и в дом Дюдь Прока Керка. Вот такой дом еще в Дьюре тоже был. Взлетел через окно, повредил пол, но не взорвался. В дальнейшем болванку использовали для выправления гвоздей. Про каждый дом в Дьюре можно снять отдельный фильм, художественный, документальный, рассказать про историю. Вот, например, Галваш Керки я хотел посмотреть только место снаряда, а в итоге зашли в дом, узнали информацию про хозяев. На 2-м этаже нашли утицу, выполненную полностью слепым человеком. Его звали Игорь, житель Дьюра. Он был ясновидящим и целителем. Крыша дома утеплена перьями дичи. Это традиционный метод утепления крыш коми, потому что пух не портится. В прошлых выпусках я вам рассказывал о компании из Дьюра Ижва, которая занимается всем, целая экосистема, в том числе и восстановлением
деревянных старых домов. Рабочие Ижвы в прошлом году восстанавливали крышу Гаушень-Керки, дома, построенного в 1901 году. Это дом-двойник Филат-Карп-Керки. Они находятся в одном дворе. В 1932 году комиссией по рассвоению хозяйство Семена Ефимовича было отнесено к зажиточным. Дом и имущество конфисковано. У Гаусеньки было 10 детей. Вот и ответ, для чего строились огромные дома. Для потомков. Село Де-Юр сегодня это место, где сохраняется летопись коми народа и создается новая история. В 21 веке здесь наступила эпоха сельского минимализма. Семьи становятся меньше, и домашнее хозяйство сокращается. В селе строятся новые дома, которые значительно меньше прежних. Двухэтажные деревянные дома остались в прошлом. Наш проект «Территория Коми» расскажет об истории родного края и покажет его природные красоты. Присоединяйтесь.